Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана распорядился ускорить сбор хлопка. Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор. В Ашхабаде состоится 13-е заседание Туркмено-таджикской межправкомиссии и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание с участием заместителя председателя Кабинета министров Атахалыева и Хакимов Вилаятов, на котором обсудили реализацию национальной сельской программы и ход сезонных сельскохозяйственных кампаний. Президент распорядился ускорить темпы сбора хлопка, чтобы завершить кампанию в оптимальные сроки. Вице-премьер Атахалыев доложил о текущем состоянии аграрного сектора, отметив, что предпринимаются все усилия для обеспечения бесперебойного приема хлопка и функционирования сельскохозяйственной техники. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк-Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили укрепление двусторонних отношений и подвели итоги международной конференции, посвященной 300-летию великого туркменского поэта Махтум Кули Фраги. Президент Узбекистана выразил благодарность за приглашение на форум и награждение юбилейной медалью к 300-летию Махтум Кули Фраги, подчеркнув значимость творчества поэта для укрепления дружественных связей между народами. В Ашхабаде прошла вторая встреча спикеров парламентов Туркменистана, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, Узбекистана и Республики Корея. Участники обсудили укрепление межпарламентского сотрудничества, которое является важным инструментом для поддержания продуктивного диалога и взаимопонимания между странами. В рамках рабочего визита в столицу Туркменистана президент Армении Ваган Хачатурян посетил культурно-парковый комплекс Махтум Кули Фраги, где возложил цветы к памятнику армянского поэта Саят Нова. Во время визита президент Армении также посетил Национальный музей туркменского ковра, где ознакомился с богатой коллекцией, насчитывающей 8 тысяч экспонатов. Особое внимание было уделено уникальным экземплярам, включая самый маленький ковер в виде ключницы и самый большой площадью 301 квадратный метр, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. 16 октября в Ашхабаде пройдет 13-е заседание Туркмено-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому партнерству. На встрече обсудят широкий спектр вопросов, включая торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, перспективы сотрудничества в энергетике, водных ресурсах, АПК, транспорте и логистике, а также в сферах образования, науки, медицины, культуры и спорта. Чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Греческой республике Тойлы Комеков вручил верительные грамоты президенту Катерине Сакеларапулу. Церемония вручения проходила в президентском дворце города Афины. Посол передал слова приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и национального лидера туркменского народа, председателя Халк-Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедова. Успешно прошли гастроли Государственного русского драматического театра имени Пушкина в Балканском вилаяте. В рамках гастрольного тура театр впервые выступил в поселке городского типа Хазар. В течение 3 дней в Хазаре прошли показы сказки «Три поросенка» и «Серый волк» и драматической постановки «Сестры». Своеобразной площадкой для представлений стали школы и детские сады. Особый интерес зрителей вызвал концерт «Муза любви», в который вошли песенно-танцевальные номера и юмористические сценки. Масштабный аукцион, посвященный культовому сериалу «Игра престолов», прошел в Далласе. Организатором выступил аукционный дом Heritage, представивший более 900 лотов с подлинным реквизитом из сериала. Главным событием торгов стала продажа Железного трона, символа власти над 7 королевствами. После 6-минутных торгов копия трона, изготовленная из пластика и покрытая металлизированной краской с драгоценными камнями, была продана за впечатляющую сумму в $1,49 миллиона. Стоит отметить, что оригинальный трон, фигурировавший в сериале, был уничтожен в финальном эпизоде. Сборная Туркменистана по футзалу попала во вторую корзину перед жеребьевкой квалификационного турнира женского Кубка Азии. Своих соперниц по группе туркменистанки узнают уже 17 октября. Отборочные матчи пройдут с 11 по 19 января, и 9 команд, занявшие первое и второе места в группах, а также лучшая команда, занявшая третье место, выйдут в финальный раунд, который пройдет в Китае в мае 2025 года. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.